Здравствуйте, меня зовут Татьяна Забарайкина, я психолог, еще я являюсь руководителем школы родителей созидания благотворительного фонда поддержки детей-инвалидов Харусхал Милосердие. Сегодня мы поговорим о очень важную тему, которую проходят все родители, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Это про этапы, которые проходит каждый родитель. Когда мы приходим в медицинское учреждение, нам говорят диагноз, мы испытываем, самое первое, это шок. Шок, который длится у каждого человека по-разному, для каждой семьи она разная, даже для членов семьи она разная. Первый этап, который мы проходим такой путь, должны отсюда начать и прийти к этой точке. Да? И самая первая отправная точка, которую родители испытывают, это шок. У шока три реакции. Три реакции, они очень похожи, эти реакции на реакции горевания, когда тебе говорят, что с человеком, с твоим очень близким человеком что-то случилось. Причем это случилась такая необратимая какая-то ситуация произошла с ним. Поэтому у нас, по-простому говоря, три реакции – это «бей, беги, замри». Да? Те, кто бегут, они могут взять ребенка в охапку, например, выбежать из больницы, они могут куда-то побежать, что-то. Они про это даже потом не помнят, что с ними происходило. Те, кто замри, они как будто впадают в ступор. Они не знают, когда с ними начинают разговаривать люди, о чем говорить и так далее. Они каждый раз переспрашивают вопрос, а что, я не понимаю и так далее. Да? Могут даже вообще молчать эти люди. Те, кто бей, они начинают истерично плакать, или начинают что-то бить, или начинают что-то делать, двигаться очень активно, хаотично и так далее. Поэтому три реакции, они длятся от 1 часа до нескольких дней, но обычно они длятся 3 дня. Это шоковое состояние, да. И потом, после этого человек немножко приходит в себя, начинает задумываться, а что это было, что нам сказали, что с моим ребенком не так и так далее. И потом наступает следующий этап, к которому мы приходим, следующий шаг, как говорим, да, это этап называется этап отрицания. Что происходит на этом этапе? На этом этапе родители обычно диагноз услышали, они говорят, нет, это неправильно, это не тот диагноз, это ошибка врача. И они начинают на этом этапе, он длится несколько дней, прямо, может быть, у некоторых родителей он может длиться несколько лет. Она разная, этот этап. Нет такого границ таких четких, сколько дней и так далее. Если шок, это примерно 3 дня, то этап отрицания, он длится очень долго. И в этот период родители начинают ходить по врачам. Они начинают искать подтверждение тому диагнозу, который им поставили. В этот период они не верят ничему абсолютно. Они в этот период читают очень много литературы. Они могут везде все просматривать, везде искать это есть в моем ребенке или нету этого, что-то не подходит, видимо, ошибка. И они могут пройти всех врачей, которые есть у нас поблизости, даже тех, которые далеко, они могут выходить на связь с другими регионами и так далее. Да? Но кто находится на этом этапе, они именно не принимают диагноз ребенка, не принимают и начинают искать те пути, которые бы подсказали бы ему, нет, это не ваш ребенок, с вашим ребенком такого не случилось. Следующий этап, который я условно называю этапом, называю болью, да, в кавычках. Действительно, это этап такой очень болезненный, когда мы уже начинаем понимать, что с ребенком что-то действительно не так, что диагноз, да, есть такой диагноз у нас. И в этапе боли мы начинаем искать виновного. Тут на этапе боли очень много чувства вины и обиды, и агрессии. Все смешано.
И в этих чувствах живут родители, живут самые близкие люди, окружение вот этого ребенка. Они ищут виновного, начиная от медицинского персонала и заканчивая виновным делают себя, потому что мы что-то не так делали, мы что-то неправильно сделали, или начинают искать виновного в своем партнере, например, да, это ты тогда что-то сделал и так далее. Очень много боли в этом периоде, и он длится тоже, опять же, несколько дней, несколько, может быть, лет, может быть, люди в этом находятся. Люди в обидах, в больших обидах, они все, что им говорится, они воспринимают через призму этой боли. Все воспринимается не так адекватно, все через какую-то агрессию, через слезы, через, например, какие-то очень большие обиды. Возможно, даже так люди к тебе не относятся, но они воспринимают, родители, через призму того, что не понимают нас, не принимают нас, мы другие, иные и так далее. И начинают в этот период родители искать таких людей, которые бы как-то более с пониманием, принятием относились к их ситуации, к их боли, к тому, что с ними произошло. Следующее после боли, это настолько смешанная там действительно такая ситуация. После этого наступает этап, который называю депрессия. Депрессия, когда ничего не хочется делать, когда все валится с рук, когда ничего не получается, когда ты в постоянном состоянии тревоги находишься, когда у тебя периодов счастья, радости мало, и больше тебе кажется, что жизнь и все люди против тебя. И этот этап, опять же, без границ, он может, опять же, длиться от нескольких дней до нескольких лет, иногда так бывает, но она заканчивается, и теперь следующий, который этап наступает, этот этап называю я понимание. Понимание, когда я начинаю понимать, что я что-то неправильно делаю, что с ребенком что-то, я ему не помогаю, потому что я в своих чувствах, в своих каких-то вот этих обидах и так далее. И я упускаю время реабилитации ребенка. И вот такое понимание, когда приходит, что я что-то не то делаю, да? И у ребенка, к ребенку надо другой подход найти, ему что какие-то условия надо создавать. Вот этот этап, он очень быстрый. Он может прийти прямо как вот так, как щелчок, да, как некое такое быстрое понимание. Он не сколько-то дней длится, да, он вообще сразу очень быстро принимается. И после этого, когда понимание приходит этап, который я называю принятие. Принятие именно диагноза ребенка. И когда я принимаю диагноз ребенка, тогда я четко знаю, чем я буду заниматься, какой путь я должна пройти, что от меня потребуется, каким специалистам я сейчас должна обратиться, что я должна делать в сфере социализации моего ребенка, какие условия я должна создать, что от меня зависит, что зависит от других людей. Я реально и четко, без обид, без вины, без каких-то страхов и так далее, все это четко я начинаю осознавать, понимать и принимать. И все это я именно пошагово начинаю делать. Очень часто из этого состояния все выходят. Нет таких людей, которые бы остались в шоковом состоянии. Большинство родителей остаются или вот на этом этапе, как действительно вот застревание такое, на отрицании. Ребенку поставили диагноз, родитель уже который год проходит, не принимает этот диагноз, соответственно, ребенку ставятся более высокие планки, которые он должен соответствовать, но он этого не может делать. И тогда начинается обида уже на ребенка. Почему ты этого не можешь делать? Почему это у тебя не получается? Ты должен этого сделать. Ты должен это уметь. Те люди, которые застревают на этапе боли, им вот самая большая, мне кажется, помощь нужна родителям, когда они застревают на этапе боли. Вот в самом начале, когда они застряли, я это прямо так и называю, когда приходят, те люди все сидят в обидах. Все прямо какой-либо вопрос не дай, какое-либо предложение не сделай. Они все воспринимают, все против меня. Прямо вот такое ощущение бывает, когда приходят люди, застрявшие на этом этапе. Им нужно очень мягко, очень так осторожно и
продвинуть дальше. Продвинуть дальше. Те, кто прошли через боль, в депрессии не застревают, они дальше проходят к пониманию. Наша задача как психологов помочь родителям, чтобы они пришли к пониманию, что это. И поэтому все специалисты, все медицинские специалисты, они тоже работают на это, на то, чтобы родители начали понимать, что такое этот диагноз, да, и что это, с этим диагнозом можно жить. И как можно жить? Это уже мы делаем, когда принимаем диагноз. Мы уже знаем четко, какие шаги мы можем делать, да, какая помощь конкретно нам нужна, да, не только со стороны медицинской стороны, а с большей части со стороны социальной части, да, где мы учим ребенка жить с этим диагнозом. И все наши ближайшие, все наше окружение семьи живет с этим диагнозом. Как с этим прижиться, как с этим примириться и как с этим сделать так, чтобы это не было как мешающий фактор, а как мы помогающие люди, окружающие, близкие, чтобы ребенок с этим жил и получал удовольствие от жизни. Дорогие родители, невозможно пройти с первого этапа сразу перескакивать на принятие. Все этапы проходятся, но они действительно это те этапы, которые можно пройти быстро. Поэтому желаю вам, чтобы вы все этапы прошли, и вам в этом помогут специалисты. С вами была Татьяна Сабарайкина. До встречи!